Республиканское унитарное предприятие Министерства сельского хозяйства «Абхазмед» в селе Кындых построено на средства комплексного плана социально-экономического развития. На баланс Минсельхоза предприятие было принято в 2019 году. Объект рассчитан на заготовку, переработку и реализацию натурального меда. Здесь установлено итальянское оборудование, которое может очищать и фасовать до 2 тонн меда в день. Объемы заготавливаемого меда у нас какие по Абхазии примерно? До 500 тонн прошлый год. По всей Абхазии 500 тонн, да? Ну, 300 наш тонн завод это может, стабильно. наш завод может все, что заготавливается, да, все, что производится, подвергнуть фасовке. Да, мы считали, значит, 100 тонн меда мы можем в течение 2,5-3 месяца заготовить. 100 тонн. 900 тонн, вообще нам рассчитан завод, 900 тонн в год. Таких объемов у нас нет, правильно? Нет. Еще в конце 2018 года Министерство сельского хозяйства выделило 10 миллионов рублей на закуп меда у населения. Руководство предприятия закупило у крестьян порядка 40 тонн продукции по 300 рублей за килограмм. В начале 2019 года работа завода была запущена. И здесь стали выпускать 3 вида меда – каштановый, каштан с липой и майский цитрусовый. По словам директора предприятия, в реализации меда они столкнулись с серьезными проблемами. Как оказалось, закупочная цена превышает цену на продажу, что невыгодно. По этой причине сегодня предприятие не функционирует. А сколько стоит ваш мед на российском рынке? Вот это? Одна баночка. Сколько Одна там банка, граммов? мы калькуляции делали, цену мы установили, Министерство сельского хозяйства утвердило, цена была в среднем 220-230 рублей за килограмм меда. Да. И мы то, что калькуляцию тогда сделали, у нас выходила одна вот эта баночка с доставкой уже, допустим, в Москву или в Питер, 140-150 рублей. А это много? Это много. Сегодня рынок, сеть российских магазинов насыщен очень дешевым медом. Они покупают вот такие же баночки по 60 рублей, по 70, по 50. Мы не конкурируем с ними. То за сколько готовы сегодня крестьяне продать мед? Меньше 200 рублей они не хотят давать. Не хотят, да, но есть такая цена рыночная сегодня. Они же продают дома мед, мы же покупаем, мы же знаем цену, по которой они продают. А какая цена у них дома? 150 рублей. Сколько стоит? И за 120. И за 120. Они с Значит, удовольствием у них продают. можно купить за 150 рублей у крестьян. И за 120 можно купить, если стабильно покупать. Если уговорить, а так они... Не надо уговаривать, просто стабильно, если завод будет работать, ни за что не стабильно соглашаются. Меньше 200-250 рублей каштановые, 240 рублей цены. Это не соглашаются вот по тому принципу, как в 2018 году пришли, помитинговали, дали деньги государству, поэтому. А если рыночно подходить по бизнесу, тогда они готовы, мы же разговаривали с ними. Несмотря на все сложности, предприятию все же удалось реализовать порядка 6 тонн меда на внутреннем рынке. Дирекция «Абхазмеда» надеется на помощь государства в реализации продукции на внешнем рынке. Понятно, что мы сейчас конкурировать с российским рынком никак не сможем. Те цены, которые там существуют, и наши цены мы сравнить тоже не можем. Не получится у нас никак это. Но здесь нужно создать такую работу, чтобы наш мед был услышан россиянами, чтобы они знали, что это мед, абхазский бренд, и он заслуживает какого-то внимания. Пока мы вот это не сделаем, мы цену здесь не сможем. А наш мед заслуживает внимания в таком виде, как он у нас сейчас есть? В таком нет, но это уже нужно серьезную здесь тоже работу вести. Здесь нельзя так делать, чтобы толпа народу пришла со своим 30 тоннами меда и сразу завалила все сюда. Это вообще неправильно. В Абхазии производят большое количество меда, причем хорошего. Однако многие крестьяне не могут его реализовать. По таможенным правилам из Абхазии в Россию завезти мед не в фабричной упаковке категорически запрещено. Первый вице-премьер Беслан Жопа поинтересовался, может ли завод предоставить крестьянам услуги по фасовке меда. А если крестьяне захотят самим вот здесь вот пройти, расфасовать и дальше фасованную продукцию забрать, оплатить за работу и дальше самим реализовать, это возможно? Они не смогут. Это их дело, они смогут, не смогут. У каждого есть свои каналы. Почему вы сразу, Никто не обращался. Мы же говорили, мы Потому что не работает завод, поэтому не дня, обращаются. как мы тогда... Если завод будет работать, они обратятся. К нам же обращаются, хотя бы по сути. Они приходили, мы им говорили, если кто хочет фасованный, ради Бога. Если кто хочет мед перевести границу, помощь нужна, ради Бога. Им надо знать калькуляцию и стоимость расфасовки килограмма меда, и тогда они будут обращаться.
На сегодняшний день на заводе простаивает несколько сотен неочищенного меда. Из-за того, что на предприятии не предусмотрены складские помещения по хранению, продукция хранится вот в таких пластиковых контейнерах. И, конечно же, часть меда уже испортилась. Президент Асламжани поинтересовался, не лучше ли продать мед подешевле. Завод урса зухан и 2 миллиона бюджет ярбан, ну, завод Еуранян. Убри 2 миллиона ан миллион гашмати, шнизкмати. Сахидзет, ну, сарай соуит, раягу ябзуахун, насацхагя, атона гибжагахуна и сыргылахен. А штахе, дача 2 миллион, убриежа, шипсазыхан, 2 миллион, завод Еурани, а за параку, нас, здесь мы арахи хамудзагу, ацхаху рахиршти. Ае, ацха, раица я ускоя, я схваш ягкоз ябзаза ускоя аз урт асарагун, нас ян хопарала ахора сала гарагун. Ахауги ехала струпшаны, жера айла чайверекс смоку я сходзумца. Абриац хабригу руками. Сара, насаре бжисре чоп ягрханю тире хайк замес ас бжисре. А бисмоку хиги что бахрас бисмоку. خازقل رام تزيد ياجر خنيستيت بزين سيفتها يندخل بينا باسمه كوشتاس تخانا برميري أنجي مينستري أنجي أتجينا باتزي مزيد أتجي زين سيم تزيد سارا ناس نوك خرا ناس خرانيك شا وسا نوس زوانا سبوخال دي شا зарплата рытатон ирысто нусмо штонага аху ягр ханисти исти та министр ясуди шестиво так шахат хани ефе жаматисти داكش حدخن المينستر داكش حدخن يستي اشتخص في داريس وشتانا تتشاون زوسحن مامو واحد ري هذا باراكو ну безвозвратный убор это шутох ну я лускаун сарайш соуз авба аштахе контрольная палата Англии Брайан Гварты нарбхазио ну засинрхшед нас там не шести зиги безахана актор вид ишпотиха агр прокуратура хиришти такая. Ишти сфасованы мы. Ну, с роздевсти. Ну, я с первого дня раз отжен нас ацхабжис вигуло баша как хазалам хваноль хиклах гараста ма шал стип убрия астрофарала нас джераус адзулаб джерасаб джерасапак сапшапак асап Президент предложил руководству завода найти решение, которое бы обеспечило рентабельность предприятия, на создание которого было потрачено немало средств. В этот же день Асламжани провел встречу с представителями сообщества пчеловодов Абхазии, на котором были обсуждены проблемы отрасли. Встреча проходила с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм безопасности. Алика Трапша, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.